Общегражданская инициатива возвращения имени посвящается памяти жителей Абхазии, России и других стран, которые пропали без вести в немецких концлагерях, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне и после ее окончания. Проект возвращения имени был создан 2 года назад. В Абхазии он работает всего лишь год. За это время проект добился немалых успехов в установлении исторической справедливости. Только совсем недавно у нас появилась возможность получить доступ к этим данным. Для этого нам понадобилось сначала найти немецкий архив, потом перевести его на читаемый русский язык. А самое сложным было это найти родственников в Абхазии. Сегодня в зале вы увидите людей, которые вообще, большая часть из них никогда ничего не знала. О своих родственниках, но и всю жизнь искала. В Советском Союзе все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные на основании извещения из военкоматов знали только то, что их родственники пропали без вести. 8 тысяч жителей Абхазии, ушедших на фронт, считаются пропавшими без вести. Проект возвращения имени включает поиски 320 человек на основании найденных немецких документов. В поисках родственников узников немецких лагерей участвовали курсанты Сухумского высшего общевойскового училища. Год назад со своим проектом к нам обратился Григорий Скворцов. Он рассказал, чем он будет заниматься, чем он хочет заниматься. Естественно, в этом мы не смогли отказать ему, потому что этот проект огромный, большое значение имеет для нашей страны. Мы выбрали курсантов. Эти курсанты в течение года занимались поисками родственников. Буквально в каждый дом заходили, в каждую деревню пешком проходили и находили родственников. И сегодня мы вместе с вами видим результат нашей работы. Я думаю, что и в дальнейшем эта работа будет продолжаться. И мы, естественно, будем рядом находиться, помогать возможным. Подлинные документы более 20 человек, жителей Сухума и Сухумского района, были переданы в виде архивных копий их семьям. По словам родственников погибших солдат, проект возвращения имени дает возможность восстановлению разорванных связей. Хочется выразить огромную благодарность Григорию Скворцову за такой проделанный путь. Это труд, который нужен, тот путь, который он прошел. И хочется поблагодарить его и всем, кто ему помогал. Мой дед, он погиб в этой Великой Отечественной войне. Мы давали запросы, но пока неизвестно ничего, где он погиб, как погиб, его фамилия Умеркечева. Конечно, сегодня я попросила Григория Скворцова, я очень надеюсь на то, что он найдется. Общегражданский проект возвращения имени будет и дальше продолжать поиски имен погибших солдат Великой Отечественной в немецких лагерях. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.